Прокуроры городов и районов Чувашии принимают участие в общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Сотрудники прокуратуры Чувашии совместно с региональным МВД принимают участие в ежегодной общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая проводится на территории республики с 14 по 25 марта. В рамках мероприятия прокурор Ленинского района города Чебоксары Виктор Иванов встретился с учащимися МБОУ гимназии номер 4 и рассказал им о пользе здорового образа жизни и с использованием наглядных материалов, видеороликов, буклетов довел информацию о вреде наркотических средств и психотропных веществ, а также ответственности за их незаконный оборот. Аналогичные мероприятия проводятся всеми прокурорами городов и районов республики. Сообщаем, что любой житель республики может, в том числе на условиях анонимности, сообщить в прокуратуру или полицию о известных ему местах распространения наркотиков, а также лицах, занимающихся указанной деятельностью. Для этого необходимо написать соответствующую информацию и положить в ящики для приема обращений, установленные в помещении любой прокуратуры, либо отдела полиции. Указанные сведения также можно изложить в электронном виде, направив их через сайт прокуратуры Чувашской Республики, раздел «Обращения граждан». В Ибресинском районе прокуратура потребовала организовать работы по ремонту поврежденных участков автодороги Ибреси-Канаш. Весна – время плохих дорог, особенно когда по ним практически беспрерывно едут большегрузы. Такая ситуация сложилась на трассе Ибреси-Канаш на территории Ибресинского района в непосредственной близости от строительства новой федеральной трассы. Осмотр сотрудниками прокуратуры участков автодороги показал, что она имеет многочисленные выбоины и другие дефекты покрытия, не укладывающиеся в установленные нормативы. По инициативе прокурора Ибресинского района Александра Архипова организовано совещание с участием главы района, представителей ООО «Дортех», обслуживающего участок автомобильной дороги, и подрядной организации по строительству новой автодороги АО «Автобан». По итогам встречи принято решение о проведении в ближайшее время ямочного ремонта наиболее пострадавших участков дороги, а в летний период после окончания основных работ по строительству новой магистрали провести капитальный ремонт указанных участков автодороги. Прокуратура Чувашии продолжает работу по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Одним из направлений надзорной деятельности прокуроров по противодействию коррупционным проявлениям является антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и их проектов. В рамках данной работы прокурорами изучается действующая на территории республики нормативно-правовая база на предмет наличия положений, устанавливающих для правоприменителей необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и обременительные требования гражданам и организациям, и тем самым создающих условия для проявления коррупции. В 2021 году в рамках такой работы прокуратурой республики и прокурорами районного звена изучено 16 997 действующих нормативных правовых актов, 718 из которых содержали коррупциогенные факторы. Целью их исключения принесено 609 протестов, внесено 109 требований. Особое внимание прокуроры уделяли вопросам исключения коррупциогенных факторов на проектной стадии. Так, по результатам данной работы в проектах нормативных правовых актов выявлено 434 коррупциогенных фактора, для исключения которых в адрес их разработчиков направлена 351 информация. К примеру, прокуратурой республики направлено замечание на проект приказа Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги, запись на обучение по дополнительной образовательной программе, который не определял сроки направления заявителю исправленного документа по заявлению об устранении технических опечаток и ошибок, что указывало на наличие коррупциогенного фактора, предусмотренного под пунктом А пункта 3 методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектах нормативных правовых актов, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года номер 96. Надзорная деятельность на данном направлении органами прокуратуры республики продолжается.